Республика Коми по сравнению с другими регионами выглядит крайне положительно в плане освоения и утилизации попутного газа. В среднем предприятие достигает планки в 60% и из необходимых 95%. Руководство республики в этом плане тесно работает с недропользователями. Об этом сегодня заявил заместитель председателя правления компании «Газпром» Валерий Голубев. Газовики, нефтяники и члены правительства Коми обсудили, что мешает сократить пустое сжигание попутного газа. Татьяна Супряткина выслушала инициативу. Попутный газ на ветер. Сегодня почти половина российских недропользователей именно так распоряжается газом, который выделяется из нефти во время добычи. Проблема в том, что у газоперерабатывающих заводов не хватает мощностей, оборудование не готово охватить весь объем, а любая модернизация – это дополнительные вложения. Еще одна загвоздка – порой нефтяники и газовики не могут между собой договориться. Мы получили абсолютную полную поддержку со стороны правительства, со стороны губернатора, заинтересованность компаний. Один из примеров – это было взаимодействие Лукойл Коми с Красногорским комбинатом. Там уже они дают хорошую прибавку сырья для работы, для загрузки мощностей. Но тем не менее мощности у завода еще остаются. Это дает возможность и другим недропользователям воспользоваться свободными мощностями газотранспортной системы, свободными мощностями газоперерабатывающего завода для того, чтобы действительно и для своей благи, и для блага России полностью использовать то, что лежит в нашей земле. То, что попутный газ – это как золотая жилка, промышленники хорошо знают. Его можно использовать для получения тепло- и электроэнергии, либо как сырье для нефтегазохимии. Любой новый продукт, соответственно, приносит дополнительный доход предприятию, а значит и налоговые отчисления в казну увеличиваются. Это абсолютно трезвый хозяйский подход к тем богатствам, которые обладает сегодня наша страна, в том числе республика. Пример-то очень простой. Вот сегодня на совещании звучали. Почти, если за полгода 300 миллионов кубических метров газа просто сожгли в республике, то по году мы ожидаем это порядка 600 миллионов, а добываем мы на территории республики чуть меньше 3 миллиардов кубов. То есть 20% от того, что мы добываем, просто сжигается. Это объем газа, который на самом деле сопоставим с тем объемом, даже, наверное, может быть, даже и диспропорция другая будет, да? Необходимо для отапливания, например, такого города, как Ухта. Сегодня в Коми лишь 4 предприятия достигли планки 95%. Именно столько попутного газа они утилизируют. Этого требует российское законодательство. Остальные пока укладываются в 60%, то есть выбрасывают деньги на ветер. Ведь за нарушение требований, то есть за нанесение вреда экологии, надо платить штраф, и суммы немаленькие. В рациональном использовании попутного газа заинтересованы все стороны, и недропользователи, и республика в первую очередь. Поэтому будет создана специальная комиссия, которую возглавит вице-премьер правительства Константин Рамаданов. Эта структура будет координировать взаимодействие между правительством, промышленниками и «Газпромом». Татьяна Супряткина, Владимир Шишкунов, телеканал Юрган, Сыктывкар.